Нас не может не волновать и не беспокоит ситуация, возникшая в Украине. С большим переживанием отмечаем, что ситуация остается весьма сложной, а интенсивность боевых действий нарастает. Кыргызстан твердо выступает за скорейшее достижение мира и стабильности исключительно путем переговоров, о чем мы неоднократно заявляли на различных уровнях. Касаясь темы Украины, хотел бы также немного остановиться на вопросе введения санкций. Мы, как и другие страны, ощущаем на себя негативное влияние этих событий, в том числе и односторонних санкций. Наблюдается повсеместное удорожание стоимости продовольствия, товаров первой необходимости и энергоносителей. Все это крайне негативно отражается на качестве жизни и безопасности населения. Что касается политики вторичных санкций, то мы считаем, что она не должна безразборно применяться в отношении третьих стран. В этом вопросе необходимо учитывать историко-политический аспект. Ни для кого не секрет, что в нашем регионе поддерживается высокая деловая активность Россией, в том числе и в рамках интеграционных экономических структур. Это объективный процесс. В этой связи мы призываем европейских коллег к установлению диалога и консультациям по всем вопросам санкционной политики между профильными органами сторон. Мы готовы и открыты для совместного поиска взаимоприемлемых решений. Надеемся, что подобные меры помогут мировому сообществу не допустить дальнейшего скатывания мировой экономики в глобальный кризис. Несмотря на то, что внимание мировой общественности сейчас приковано к украинскому кризису, сегодня для нашего региона важным остается вопрос стабильности и безопасности в Афганистане. Мы приветствуем усилия международного сообщества, в том числе Европейского Союза, направленные на поддержку афганского народа в деле предотвращения гуманитарной катастрофы, которая может только усилиться с приходом морозов.